Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года будет рассмотрен на сессии Международного олимпийского комитета, которая состоится в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию по коммуникациям МОК. Напомню, 30 ноября прошлого года Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на играх в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса. Чтобы избежать санкций, боксерская организация должна была продемонстрировать, что устранила проблемы в вопросах финансирования, управления, этики и судейства. Представители российского бойца среднего веса Михаила Зайца ведут переговоры с организаторами турнира UFC в Санкт-Петербурге. 37-летний Заяц является двукратным чемпионом России, чемпионом мира по боевому самбо, а также победителем командного чемпионата мира по версии М1. В его активе 24 победы и 8 поражений. А турнир UFC в Санкт-Петербурге будет вторым в истории, который пройдет на территории России. Главным поединком состязаний будет бой россиянина Александра Волкова и голландца Алистера Аверима. Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, не смог преодолеть барьер четвертого раунда турнира серии «Мастерс» в Майами, уступив испанскому теннисисту Роберто Баутисте Агуту. Встреча завершилась со счетом 1-6, 7-5, 6-3. Следующим соперником испанца станет американец Джон Изнер. Джокович является 15-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего на его счету 73 титула на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования в Майами завершатся 31 марта. Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Лихтенштейна со счетом 6-0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы. В составе сквадра «Адзуры» дубль оформил Фабио Квалярелло. По одному мячу забили Стефано Сенси, Марко Верати, Мойзе Кин и Леонардо Павалетти. Следующий отборочный матч итальянцы проведут 9 июня против команды Греции. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Финляндия на выезде выиграла у Армении со счетом 2-0. Босния и Герцеговина сыграла в ничью с Грецией 2-2. Мальта дома уступила Испании 0-2. Швейцария и Дания победителя не выявили 3-3. Румыния разгромила Фарерские острова 4-1. Норвегия и Швеция поделили очки 3-3. И Ирландия дома выиграла у Грузии со счетом 1-0. Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин находится на втором месте по проценту удачных обводок в чемпионате Франции в 2019 году. Лидером по этому показателю является колумбийский форвард Стивен Мендоса, выступающий за Амьен. Его обводки успешны в 87,5% случаев. Результат Головина – 85%. На третьем месте располагается бразильский нападающий ПСЖ Неймар, у которого 84,2% успешных обводок. В составе Монако Головин в 26 матчах текущего сезона забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. На открытие хоккейной школы в Воронеж приехали легенды советского спорта. И не просто приехали, а еще и сыграли товарищеский матч с юными любителями хоккея. Подробнее в материале наших коллег. Об успешной карьере профессионального хоккеиста грезит, пожалуй, каждый на этом льду. Теперь воплотить мечту в жизнь будет чуточку легче. На базе Ледового дворца «Арена Север» открыли муниципальную спортивную школу. Заниматься в ней юные хоккеисты будут бесплатно. Исключение для малышей. В хоккее есть такой регламент с 9 лет. То есть с 9 лет эта школа будет бесплатная. Вот эти детишки маленькие будут на платной основе, потом к 9 годам сдают тесты и переходят в муниципальную школу. Поздравить юных хоккеистов с открытием спортшколы приехал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров. Ребятам он пожелал любить свое дело и играть с удовольствием, подчеркнув, что настрой во многом зависит от родителей. Важно, чтобы родители не видели в своем чаде сразу звезду. Я вам даю гарантию, что из тех хоккеистов, которые вот сегодня молодых были на льду, ну, может быть, 4-5 человек где-то потом себя проявят к 20 годам. Это абсолютно нормальное явление. Но пока они занимаются, они все в этом возрасте, они все одинаковые.
Не обошлось и без подарков. От регионального правительства школа получила сертификат на 5 миллионов рублей. Деньги потратят на новое оборудование. Но, пожалуй, главным сюрпризом для начинающих спортсменов стала товарищеская игра с ветеранами отечественного хоккея. Вместе с детьми на лед вышла прославленная пятерка. Юрий Блинов, Василий Первухин, Сергей Шепелев, Александр Волчков и Александр Старостин. Итог этой товарищеской встречи 4-5 в пользу опытных спортсменов. Но юные хоккеисты не унывают. Говорят, несмотря на проигрыш, эту игру сохранят в памяти навсегда. Это были новости спорта. Всего доброго.